Добрый день, уважаемые жители Илишевского района. Сегодня по традиции в администрации района мы проводим брифинг по профилактике коронавирусной инфекции. Гость нашего брифинга – заведующий кабинетом медицинской статистики районной больницы Гульназ Ришатовна Нуриева. Добрый день. Для начала ознакомимся с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. Итак, на 29 июля в Башкортостане зафиксировано 47 738 случаев заболевания. Прирост составил 259 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получают 653 человека, из них в тяжелом состоянии 63, а на ИВЛ 4. На амбулаторном лечении находится 2430 человек, в том числе в возрасте 60+, 938 пациентов. За сутки выписано 156 пациентов, всего за период пандемии 43 900 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 7 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Число умерших составило 755 человек, в том числе старше 60 лет 605 человек. Всего в республику поступила вакцина от коронавирусной инфекции 1 061 838 доз. Вакцинировано первым компонентом 905 502 человека, вторым компонентом 635 804 человека. За сутки вакцину получили 32 620 человек. И заодно хотела вас ознакомить, уважаемые жители, с последними изменениями в указе о режиме повышенной готовности. Как вы знаете, Ради Фаритович внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, и согласно новой редакции у нас отменяется требование о посещении заведений общепита, театров, кинозалов, дворцов культуры, салонов красоты, массажных салонов, соляриев, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, фитнес-клубов, санаторно-курортных организаций, а также заселение в студенческие общежития, совершение междугородних пассажирских перевозок и поездок на пригородном поезде «Орлан» только при наличии справки о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-тестирования. Требование о наличии справки о вакцинации или отрицательного результата ПЦР сохраняется при посещении музеев и ночных клубов, а также при проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях. И также уведомляем вас, что с 3 августа при плановой госпитализации в медицинские организации жителям рекомендовано предоставлять сведения о вакцинации против коронавирусной инфекции. Итак, перейдем к ситуации в районе. Расскажите, пожалуйста, Гульназ Ришатовна, как у нас обстоит статистика по коронавирусной инфекции? У нас каждый день растет, да? Действительно, да. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 29 июля за весь период наблюдения, а мы наблюдаем с апреля 2020 года, выявлено 981 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Из них в 2021 году мы зарегистрировали 621 положительных случаев. За прошедшую неделю, это с 19 по 25 июля, мы зарегистрировали 110 новых случаев коронавирусной инфекции. И, как вы заметили, у нас идет темп прироста еженедельно, даже можно сказать уже ежедневно. Выздоровели 858 человек, что составляет 87,5%. За прошедшую неделю также мы зарегистрировали 73 выздоровления. На сегодняшний день на амбулаторном лечении находится 99 пациентов с положительным ковид-тестом. И на стационарном лечении в инфекционных госпиталях Республики Башкортостан находится 24 жителя нашего района. Среди заболевших жителей нашего района зарегистрировано 9 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции в инфекционных госпиталях Республики Башкортостан. Спасибо за информацию. А как проходит у нас прививочная кампания? Много ли желающих привиться от коронавирусной инфекции?
В настоящее время мы также продолжаем работать с 3 зарегистрированными вакцинами в Российской Федерации. Это Гамковид-Вак или Спутник Ви, это Коронавак и Эпивак Корона. Также хочу напомнить, что для того, чтобы создать коллективный иммунитет в нашем районе, нам нужно привить 60% населения до 1 сентября, и для нашего района это составляет более 14 тысяч человек. На сегодняшний день мы получили 7195 доз вакцин. На сегодняшний день находится в остатке 931 доза Гамковид-Вак. И начиная с этой недели мы начали получать вакцину «Спутник Лайт». И сейчас в нашей медорганизации имеется 141 доза этого препарата. Этот «Спутник Лайт», он довольно-таки долгожданный наш препарат. Разработан он Институтом Гамалеи. И в отличие от других вакцин, он является однокомпонентным. То есть вакцинация проходит только в один этап. И Спутник Лайт также является векторной вакциной по аналогии Спутник Ви, но произведен он в более облегченной форме. В основном применяется у лиц с предсуществующим иммунитетом, то есть это лица, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, в организме имеют некоторые титры антител. И эта вакцинация проводится с целью предотвращения повторных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Тоже хочу отметить, что повторные случаи заболевания очень часто мы встречаем на практике. И повторные заболевания также переносятся очень тяжело, средней тяжелой степени пациентами. То есть даже наличие некоторого там минимального титра антител не влияет на процесс заболевания, и клиническая картина в принципе такая же или может быть хуже, чем при первом заболевании. Показан он в возрасте от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний также мы наблюдаем беременность, грудное вскармливание и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Побочные эффекты от спутника Лайт мы также по инструкции отмечается, значит, общее недомогание. Это может быть повышение температуры тела, слабость, боль в мышцах, суставах и местная реакция на прививку – это покраснение, припухлость, болезненность в месте укола. И эти нежелательные явления продолжаются первые 2 сутки. А в течение последующих 3 дней эти симптомы по инструкции должны исчезать. И у нас в районе всего проведено 5994 вакцинации первым компонентом. Это 42,6% от плана вакцинации, то есть от 14 тысяч человек. За неделю мы привили 392 жителя нашего района. И в среднем наш кабинет пропускает 56 человек в день. Пропускная способность нашего кабинета 100 человек в день. Работа кабинета вакцинации проходит как бы в половину нагрузки, поэтому жители района я хочу также призвать к тому, что у нас кабинет работает с 8 утра до 8 вечера. С понедельника по воскресенье включительно, выходные дни. Поэтому любой человек может обратиться в любое удобное для себя время, в любой день. Вторым компонентом охвачено 3522 человек. Также мы ведем отдельную статистику по вакцинации лиц старше 60 лет. Среди всех вакцинированных 24%, минимум 24% должны быть лица старше 60 лет. На сегодняшний день мы привили 1531 лиц старше 60 лет, это плюс 89 вакцинаций за неделю. И всего лишь эти жители составляют 20% от числа всех привитых. Вакцинация также продолжает проходить во 2 кабинете после осмотра врача-терапевта во 2 А кабинете.
После проведения вакцинации, в том числе вакцины «Спутник Лайт», необходимо в течение 30 минут находиться под наблюдением в нашем медицинском учреждении. И также после вакцинации мы рекомендуем соблюдать масочный режим, режим социальной дистанции, режим гигиены рук и предотвращение контакта с пациентами, которые имеют острые респираторные заболевания. Также хочу напомнить способы записи на вакцинацию. Это через портал госуслуг. У нас открыто электронное расписание на кабинет вакцинации. Туда вы можете попасть через портал госуслуг, через приложение к врачу или республиканский сайт доктор РБ. Единый телефон колл-центр 122 принимает звонки по заявке. Ситуационный антиковидный центр по номеру 8 347 218 19 19, а также через Центральной районной больницы по телефону 56182 вы можете записаться на вакцинацию и подойти в любое удобное для вас время. Благодарю вас за подробную информацию. У вас вроде есть новость о приезде в наш район стоматологического комплекса, да? Да, действительно, со 2 по 6 августа этого года в Велишевском районе планируется выезд передвижного стоматологического модуля в составе врача-стоматолога-терапевта и врача-стоматолога-хирурга, то есть 2 доктора. Прием будет осуществляться в Андреевской врачебной амбулатории. Будем охватывать весь Андреевский КУС, то есть близлежащие населенные пункты. Тоже при желании могут обратиться в данный передвижной стомат-модуль. График приема с 9 до 13:00 будет принимать стоматолог-терапевт. С 13 до 14:00 время обеда, и с 14 до 19:00 прием будет вести врач-стоматолог-хирург. Также жители Андреевского куста могут записаться предварительно по номеру 55149 или 55122. Это номер Андреевской врачебной амбулатории, где сотрудники могут вас записать на предварительный прием врачей-стоматологов. Добро пожаловать! Уважаемые жители, на этом мы завершаем наш брифинг. Спасибо за внимание.